Кроме отписок, тут можно их прочитать, они не поддаются никаким рамкам сатиры и юмора. Один обещает за месяц все это сделать, другой к концу года. А в конце концов все ответы сводятся к тому, что ты виноват уж тем, что мы сами виноваты. Администрация Ставрополя, прокуратура, Горгаз и даже президент. Куда только не обращались жильцы многоэтажки на Шпаковской 115. Дом был сдан в эксплуатацию еще в 2009 году, но до сих пор люди сидят без газа. Вот я пользуюсь простой электроплиткой, и я плачу большие деньги по обычным ценам. А плита забирает очень большое количество электроэнергии. Слава богу, выручает немножко микроволновая печь, что утром иногда подогреть можно. Но готовить-то нужно все равно каждый день. Самые бесстрашные жильцы пользуются газовыми баллонами. Неудобно, но относительно дешево. Хотя все понимают, случись что с баллоном, мало не покажется никому. Вот страшно. А когда у нас, конечно, когда уже случится, не дай бог, тогда будем охоть. Сами жильцы во всем винят застройщика, компанию «Интерстрой». Сейчас она сменила название, но директор остался прежний. Кстати, по слухам, у него тоже есть квартира в этом доме. На последнем 12-м этаже. Большая, с бассейном, но пока там идет ремонт. За газ мы с ними воюем. Да и вот весь дом, смотрите, он недоделанный. Но можно в таком состоянии сдавать дом, чтобы его приняли. К застройщику есть претензии и у Горгаза. Еще в 2009 году выяснилось, что газовые коммуникации строительная фирма провела сама, с нарушениями. Начались переговоры. В 2011 году руководство Интерстроя обратилось к нам по поводу выполнения повторного монтажа газовых сетей. На основании обращения с ними был подписан договор подряда, однако своих обязательств застройщик до сих пор не выполнил. Здесь что? Платежей по договору до сегодня на счет компании не поступало, а представители застройщика больше в Горгаз не появлялись. И, видимо, появится еще не скоро. На прошлой неделе стало известно, что руководитель строительной фирмы Валерий Татаров находится под домашним арестом. Расследованием его махинаций занимается Следственный комитет. Уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО группы «Интер» Валерия Татарова возбуждено по 3 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Это подделка официального документа, покушение на мошенничество в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Но даже если директор фирмы-застройщика будет осужден, жильцам многоэтажки легче не станет. Ведь платить Горгазу придется им самим. А это ни много ни мало, порядка 2,5 миллионов рублей. Юлия Шуст, Ася Горчханова, Валерий Сезоненко, Антон Поляков, Денис Фазылов, Евгений Брожик, РЕН-ТВ, Ставрополь.